Рамадан на канале Аль-Атисам 1445 года по хиджре. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Вчера мы рассказывали отношение к родителям. Сверх этого, знаете, братья, ислама отдельная почетность есть к маме. Потому что мама, она слабая, она много трудилась, чем отец, чтобы тебя воспитать, таскать на руках, в животе. Трудности больше пережила мама. Хотя отец, он старался воспитать, тебе еду ставить. Но почему именно к маме такое отношение? Потому что, когда вырастает человек, не видит от мамы что-то. Например, всегда папа дает, всегда папа деньги дает, помогает, подарки папа носит. Потому что у папы деньги, и папа зарабатывает. Мама дома. Но он, чтобы не забыл человек те трудности с детства, которые принесла мама, ислам ей отдельную почетность отдал. Аллах в Коране говорит: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Смотри. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. Мы завещали человеку, говорит Аллах Субхану ва Тааля, чтобы он относился почетно, хорошо с родителями. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. Здесь объясняет Аллах Субхану ва Тааля, какие трудности принес мама. Какие трудности испытывала мама. Говорит, حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. Мама, говорит, его таскала. وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Слабость за слабостью. Когда месяца проходят в животе, уже каждый день еще труднее, пока не родит. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Пока она от груди его уберет, тоже еще 2 года. Чтобы это не забыть, отдельно подчеркнул Аллах Субхану ва Тааля труд матери. И это подтвердил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе, и сказал, когда пришел сподвижник к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросил: «Я Расул Аллах, кто более достойнее, чтобы я с ним хорошие отношения делал? Красивые отношения делал, кто более достойнее, я Расул Аллах?» Пророк говорит: «Уммук, твоя мать. Это твоя мать более достойная». Потом спрашивает: «Еще кто?» Он говорит: «Твоя мама». Еще раз спрашивает, тоже такой же ответ. Когда 4-й раз спросили, потом сказал: «Сумма абук», потом твой отец. Мы сказали причину этого, один из мудростей, что человек видит то, что отец делает. Когда уже вырос, что же отец делает? Отец машину дарит, отец подарки дарит, отец что-то приносит. А то, что мама делала в детстве, это забывается, он даже не помнит это. Чтобы труд матери, чтобы мы не забыли, такое побуждение делает ислам. 3 раза говорит, более достойный, чтобы твои хорошие отношения, чтобы было к маме, потом сказал отец. Ибн Умар видит человека, который таваф делает вокруг Каабы, и на спине таскал свою маму. И подходит этот человек, Ибн Умар, и говорит: «Ты видишь ли, говорит, я его полностью, его хак, его право отдал. Я, говорит, сколько-то лет уже на своей спине тащу свою маму». «Каля, ла валлах, клянусь Аллахом, говорит, даже, говорит, ты не рассчитался, говорит, с твоей матери за ту боль, которую она получает при одной родовой схватке. Даже этого ты не рассчитал. Откуда ты полностью хак матери ты можешь отдать?» Вот такая почетность для родителей, тем более для матери в исламе. О, братья мусульмане! Слушайте, как наши предки относились к желаниям родителей, тем более матери. Мы знаем, какой почетность, мы знаем, какой драгоценность является арабу в те времена дерево. Чего? Дерево этого финика. Мама Усама ибн Зайда захотела сердцевины этой пальмы, она мягкая и сладкая. Усама ибн Зайд отрубил дерево, вытащил этот сердцевина этого пальмы и принес к матери отдать. И принес к матери, чтобы она покушала. Ему сказали: «Почему так делаешь свежее дерево, плодоносное дерево? Почему ты рубил?
Она же стоит 1000 дирхам. 1000 дирхам это 1000 серебряных монет. Это одно дерево стоит. Такой дорогой вещь. Почему ты так отрубил и принес этот его сердцевину к матери, чтобы она покушала? Смотри, ответ Усамы. Моя мама говорит, попросила меня жуммар, чтобы я принес для нее это жуммар, сердцевина, чтобы покушать. Она, говорит, не будет просить меня то, что она захочет, и я могу делать, кроме как я это сделал. Как бы мне она не стоила. Представьте, он целую дерево порубил, чтобы покормить этой сердцевиной свою маму. И то, что получил радость матери Усама, ради Аллаху анха, это превышает многократно цены этой деревы. Абу Хурайра, ради Аллаху анха, призывал свою маму ислам. Она долго не принимала ислам. Один день начал, когда я его призывать к исламу, она говорит, мне ответ. Такие слова сказала, говорит, мама, которые мне не понравились в сторону пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Я пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, я плакал, говорит, и сказал, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, я, говорит, сегодня призывал свою маму в ислам, но она, говорит, про тебя непристойные слова сказала. Делай дуа, чтобы Аллах субхану тааля дал ей религию ислам, чтобы Аллах субхану тааля направил ее в прямой путь. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, Аллаху махди умма Аби Хурайра. О Аллах, направь прямой путь мать Абу Хурайры. Это дава, когда, говорит, был я уже радостно, говорит, вышел от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда, говорит, я домой дошел, до дверей дошел, я, говорит, нашел дверь закрыта. Когда моя мама услышала мои шаги, звук моих шагов, она сказала, остановись. Я увидел, что там купается мама, звук воды, услышал, что мама купается. Она искупалась, одела свое платье и закрылась, и открыла дверь. Потом сказал, я Абу Хурайра, Абу Хурайра, ашхаду ан ла илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха субхану ва тааля. Еще раз свидетельствую, говорит, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, раб Аллаха и его посланник. От радости, где я пришел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, плача, и сказал, я Расул Аллах, хорошая весть. Аллах, говорит, ответил твою дуа, и моя мама приняла ислам. Еще просит Абу Хурайру. Абу Хурайра, смотри, какой умный был Абу Хурайра. Еще просит Абу Хурайра пророку, саллиллаху алейхи вассалям, я Расул Аллах, говорит, делай дуа, чтобы мою маму и мне любили верующие рабы Аллаха субханаху ва тааля. И чтобы мы их тоже любили. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, Аллахум хаббиб убайдака хаза ва уммаху иля ибадика аль-му'минин, ва хаббиб илейхим аль-му'минин. О Аллах, сделай так, чтобы этот твоего раба и его маму полюбили верующие рабы, и они любили этих верующих рабов. И он говорит, и не создал, говорит, Аллах субхану тааля, верующего человека, услышал про меня, кроме как и они меня полюбили. После этого дуа. Это большой почет, который ислам дает для матери. Не просто так, потому что мама является исламе как школа, и как она воспитает детей, так и будет. Из этого материала вы тоже должны стараться воспитывать своих детей, девочек, чтобы они были целомудренными, чтобы сохраняли свой стыд и воспитались они в исламе, и воспитать своих сыновей мужественными, защитниками ислама и мусульман, что они выросли мусульманами, которые готовы защищать ислама и мусульман. Аль-умму мадрасатун, ида а'дадтаха а'дадта ша'абан таййиб аль-а'рак, говорит поэт. Это мадраса. Мама – это школа. Если это мама, ты детство приготовишь, имеется в виду, воспитаешь девочек, пока они станут матерями, ты приготовил целый народ. Потому что матеря, они рожают детей, воспитывают их, и ты, получается, воспитал целый народ. Из этого, братья-мусульмане, даже если до сих пор мы делаем упущение по отношению к родителям, тем более по отношению к матери, покайтесь перед Аллахом субхану ва тааля, пока Рамадан есть, и старайтесь относиться к ним с этого дня хорошо, как требует с нас ислам. И делаю еще напоминание, не забывайте своих братьев, ваших дуа. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.